одинаково понимает именно, что такое музыкальная гармония, и тоже индивидуальный артистский почерк тоже может быть в чем-то схожим. А вот среди вот скульпторов и художников тоже взгляд на образ, либо вот тоже вот классические особенности, например, общавшиеся с детством, с лапочкой, тоже может быть в чем-то схоже. И это всегда, наверное, замечательно, вот когда взгляд ученика и учителя с чем-то совместным, с чем-то схожим, это все равно, наверное, формирует, да, ученика как такого. И вот если углубиться вот в творческую кухню, скажем так, вот к чему научил вы Татьяна Духов вас как художника, и какие методы, может быть, какие приемы были переняли и так далее? Что вы можете рассказать по этому поводу? Ну, расскажу про выставку, да, первую. Я не поехал, я не попал на выставку, просто две машины было, красный Москвич и Toyota Vista даже. Поехали. И просто таких, ну, огроменные были работы-то, вот, та же стихия, вот, размером. Вот. Девочка с Тригоном, да, девушка с Тригоном, тут, да, она была там. Ну, в общем, где-то работ больших, где-то, ну, 15, может быть, ну, где-то так было. И маленькие еще работы, мало остались. Потом я, ну, все собрали в машину, я туда не поместился, бедный. Вот, я помахал им себе. Вот они поехали, и сразу через несколько дней, ну, после открытия, да, вот, там уже все газеты писали, что это выставка Кашина-Духова, это эффект разорвавшийся. Надежда Петровна Комарова, вот присутствует, она тоже мой преподаватель. Вот. Ну, как-то все не случайно. Случайности не бывает. Случайности вообще не бывает. Даже когда вот выставка случилась в Иркутске, а потом я в 2000 году закончил, мне надо было ехать обратно в Иркутск. Я же патриот, якутянин. Вот, у нас департамент по подготовке кадров, там трехсторонний договор подписываешь, как бы после учебы сюда на родину приезжаешь. Я приехал на родину и не смог найти работу. Вот. Такое тоже бывает. А меня просили остаться. Ну, интересная работа просто. Вот. А меня нашел директор Намского колледжа. Иванов Василий Петрович. Он нашел меня и пригласил преподавательство в колледже. А те товарищи меня потеряли, Дашимай и Максим, и письмо написали мне, ну, на листочке бумаги. Мне это письмо передали через 3 года. Вот. Через 3 или 4 года. Я в Керге работал еще тогда, в то время. И случайно так. Вот они, ну, я письмо получил, они написали, говорят, Саша, ну все, поехали в Москву, покорять Москву, вот, звони по телефону. Ну, номер изменился, ну, такой старый писатель, сотовый, там пошли уже. Вот. А потом я в Керге работал. Керге как поступил? Да, Керге, когда я поступил, Александр Кириллович Павлов, директор Керге, да, я говорю, я художник, ага, ювелир. Он говорит, ну, будешь тут художественно заниматься, тебе надо деньги зарабатывать. Это не забудь. Вот. Я так и поступил. И там потихоньку работал, хотя никто не понимал это, и ювелиры мои друзья не понимают, чем я занимаюсь. И однажды случайно мы пошли в гости одному другу, тоже Вилюшками, он оказался одноклассником Максима. Вот. И мы когда в гостях были, он исчез в комнату и оттуда прибежал с этими каталогами. Вот. С каталогами вышел, и я смотрю, чуть не прослезился. Наши работы, которые делали, ну, все работы с первой выставки. Вот.
Я говорю, дай мне каталог на несколько дней, я своим этим скажу родным. Мне не одолжили. Ну, обида была такая. Но самое главное, я телефон взял Максима. Домой пришел и позвонил Максиму. Максим, где ты вообще пропал? Прилетай, говорит, сюда. Все, я билет покупаю назад. Меня там встретили, повезли по мастерским. Дыши нам устроил встречу блудного сына. Я зашел, он как раз. Очень большая работа, там быт или кто-то. Он в то время из пластилина делал. Эти вот последние работы он из глины делает. Ну, итальянская глина. Она такая, как пластилин. И, ну, там устроили ужин такой, шашлык. Вот. Все пришли, там коммерческие директора, исполнительные директора, друзья. Поработал там, 2 недели где-то поработал. Вспомнил кое-что. Уже домой приехал, уже такой с творческим настроем. Все, там начал уже. С творческими идеями, Да, с новыми идеями. Это такое вдохновение было вообще. И все, начал там уже работать уже 2007 год или 2006, 2005 год, там уже начал участвовать в выставках. Пришел сюда в музей. Галина Гавриловна. Это наш старший научный сотрудник музея. Вот она была зам генерального директора тогда. Она меня приняла, я работал в выставке. Она увидела мои работы и что-то новое. Я говорю, выставку хочу. Такая наглость, да, вообще. Выставку хочу сделать, персональную. Давай, следующий год она выписывает. Следующий год подхожу, Галина Гавриловна, еще годик надо. Следующий год подошел, все, говорю, еще 1 год. И все, это, может быть, время поставить, кое-что есть. Работа там сказал. И все, там, в ноябре, по-моему, выставка. В 2009 году. 2009 год был такой шикарное открытие было. У меня графика была тоже. Графика, малая пластика, скульптуры и ювелирка была. Где-то было 70-80 работ. Кстати, обратим еще внимание, что в прошлом году, в апреле, тоже здесь, в Национальном художественном музее, в 3-м этаже, в зале декоративно-прикладного искусства тоже проходила профессиональная выставка Александра Владимировича под названием «Кенкеле Кестелене». Магия формы и пространства. Магия формы и пространства. Также замечательная выставка проходила. И вот насчет тоже выставок и творческой работы. Когда вы сперва пришли именно к ювелирным работам, либо к бронзе, скульптуре? Нет, ну, и бронза, и ювелирка. Именно такой. Ну, известен стал как скульптор. Хотя я не профессиональный скульптор, некоторые скульптора тоже между собой там не любят, меня называют скульптором, может быть. Но я учился у скульпторов. Я и первый учитель Геннадий Георгиевич Василий, академик. И Сержибон Владимир Сатанович, тоже строго выпускник. То есть вам, получается, по окончании академии выдали именно диплом как ювелира, да? Художник декоративно-прикладного искусства. Ну, получается, да, более такое... Ну, и специализация, да, специализация там металл. Художественная работа металл. А что сложнее для вас, ювелирка или искусство? Ой, я не знаю даже. Ну, чисто заматывает, да, такой, ну, много таких, скажем, просто беготни, что ли. Это
ювелирка, хотя ювелирка это надо делать. Но насчет ювелирки, и сейчас вообще бегают страшно с этим, с ноутбуком. Сейчас отчеты делают, а скульптура, ну, что там скульптура, ты сидишь, отдыхаешь. Скульптура как... Да, это вообще, конечно. А ювелирка это такая... Не очень хорошая работа. Хотя мы прекрасные делаем, да? И женщины. Ну вот когда, например, нужно для произведения достать сам материал работы, вот именно как ты вообще достигаете сам материал, откуда вы достаете, например, если это ювелирный, например, либо это бронза, например, да, как скульптура. Ну, насчет бронзы проще, да? Бронза это такой простой металл, да, скажем. А ювелирка, золото, серебро это очень дорогой металл, это вообще. И отчетности много. Сейчас, говорю, вообще там стало. Сейчас многие ювелиры закрываются, например, да, с этими разными маркировками, там, ГИС, ДНК, государственный мониторинг, это вообще страшно. Ну, ювелирки, она как бы, это аккуратность, да? Каждая пылинка, соринка, все собираешь. А бронзы нет, там, пеники прошился и все. Да? А ювелирки нет, ювелирки все там собираешь. Кучу. И чтобы никакой там другой металл, серебро или золото там вообще нет металла. То есть, например, когда вот как если мы смотрим на некоторых работах, чтобы инкрустировать, то есть ввести другой материал, например, золото, либо серебро, там еще, например, еще сложнее. Инкрустация. Это все отдельно делается. Ювелирка отдельно и бронза. Но все можно соединить, конечно. Вполне возможно и делать. Иногда Дашинима делал тоже девочку с этим, с бусинкой, да, девочку. Нет, Такая работа. нет. Да? Там, например, один клиент пожелал, например, вот, чтобы вот эта бусинка, жемчужинка, она из золота была. Ну, сама бронзовая работа, она что держит, например, женщина, такой 750 круга золота. Ну, что пожелает, такой. Вот, например, если эта работа делается, вот, как вы сейчас сказали, по заказу, тогда, например, заказчик сам предоставляет материал, либо вот сам автор, который делает работу, он должен сам уже материал достать, там, экспедицию купить, например. Ну, это обычная процедура, да? Клиент приходит со своим металлом. На первый вопрос, кстати, золото и серебро покупаешь тоже у участников, да? У участников предпринимателей, которые занимаются продажей драгоценных металлов. И у них тоже строго, да? Они не, например, я им заявку отправляю, например, они, когда мне отправляют, они уже пишут, например, ГИС ДНК, это сайт такой, ну, контролирует, что отправили сколько-то граммов на жюри. И я, когда вот эту посылку получаю, серебро, например, там, килограмм серебра, я иду и получаю вот эту посылку и пишу, например, тоже ГИС ДНК, что я получил там сколько граммов, килограммов. Поэтому все так отсчитывается. Она у нас идет как зернинки, да? Материал. Серебро и золото. Ну, насчет драгоценных металлов, это с этим все ясно, это на то и драгоценные металлы, что все строго, все подотчетно, это всегда, и даже если вот так подумать, трудно достать. А вот если, например, ну, любому скульптору, которому вдруг понадобилась бронза, например, либо мрамор для своей работы, то как достаются вот такие более, скажем так, легкие материалы? Ну, бронза, она, например, вот тут в России очень много таких мастерских, да, которые отливают бронзу, например. Вот у них, например, материал же есть, вот, и ты, например, едешь туда и хочешь, например,
вот такую скульптуру. Может на пластилине туда навести. Эскиз имеется. Эскиз, да. Будущее. Некоторые вообще эскиз туда везут. А там же скульптора, и они происходят это памятники или что. И сами открывают, и не туда. То есть может быть такое, что скульптор не сам полностью делает всю готовую работу. То есть он просто представляет вот план работы, эскиз, Может, может быть. С этими, вот сейчас, например, вот это вполне возможно стало. Сейчас, например, они как делают, даже на 3D сканируют все, вот эту маленькую скульптуру и отправляют в Китай. Да? А там уже 3D ЧПУ делают. Ну, То есть разные такие. да, очень много. Это уже современное. Сейчас ювелирка, она все на компьютере делается. То есть можно тогда макет гипсовый не делать, сделать только 3D. Да, Вот в наше время, вот, когда есть такие. сейчас уже вот это возможно. Ну, делают. А то, что, конечно, рукой делают, да, это уже, конечно, это уже видно. Ну, например, вот бронза не как нам вот так отсекать лишнее, а буквально вот так отливают. Отливают, да. То есть то, что мы сейчас здесь видим, например, Это отлито. отлитые работы. Это сначала, например, Форме. делается из глины делается, да? Из пластилина, например, точностью. Делается и форму снимается. Раньше гипсом снимали, например, а сейчас уже силиконом. Да? Силиконом обволакивают, да, со всеми этими отпечатками. А потом туда заливают воск, вот, и уже наклеить. Но это очень сложный процесс. Вот это вот то, что вот для нас это очень интересно, любопытно, видишь, как проходят вот эти этапы создания скульптуры от задумки, заканчивая уже. Вот Даже, наверное, то, что отливается, да, это, скажем, ну, самое главное, это, конечно, лепка, да? Идея, например, самое-самое. А отливать это, ну, каждый готовый. Вот так, дорогие друзья, вот узнав вот всю, скажем так, творческую кухню, как проходит процесс создания таких работ, становится еще более трепетно, скажем так, по отношению к скульптурам, потому что все эти крылья, может быть, либо, например, в некоторых работах, как маска, например, все эти пластические особенности, вот такие тонкие работы, все это нужно отливать, чтобы, не дай Бог, ничего не сломалось, ничего не испортилось, и оттого и, возможно, и становится не просто по эмоциональному восприятию произведения искусства, так еще и по технике исполнения, например. Если вот в графике, ксилографии, то есть резьба по дереву, это тоже сложная вещь, чтобы ругать не дрогнула, чтобы ножи не спутались, не испортили само изображение. Тем более, когда делаешь вот на станке, по прессу и снимаешь непосредственно на бумагу, оттиск на бумаге, это тоже очень тонкие вещи. Может, линогравюра, может быть. Это может быть разные виды графики, но и в конце концов, как мы видим, в скульптуре, как в малой пластике, так и в крупной пластике, можем вспомнить еще и большие монументальные произведения, памятники великим людям, может быть, либо монументальный комплекс на площади Победы. То есть все эти вещи, сделанные из бронзы, то есть делаются сначала вот на маленьких эскизах из гипса, получается, а потом уже через огромное количество вот в Москву, в Питер, Петербург, может еще и в Китай. И вот так делав огромный путь и по географическим смыслам, и по творческим смыслам, они приходят к нам, зрителям, получается. Но если, например, живописец, допустив неправильный мазок и неправильную краску, может как-то замазать не получившийся рисунок, то есть такая, скажем так, страховка у скульптора, как-то исправить получившуюся ошибку в работе. Я всегда говорю, что все возможно. Такого нет, чтобы не получалось. Что-то можно превалить. Поэтому такого не получается. Ювелирки тоже. Все получается. Просто некоторые ювелиры что невозможно сделать. Я
есть вот такое переносное выражение, вот, ювелирная работа, то есть работа, которая потребовала наибольшей трудоемкости, трудолюбия, выдержки, в конце концов, а то и ювелирная работа, то есть непосредственно требует усидчивости и терпения. Ну и, наверное, вот основные трудности тоже, наверное, бывают при транспортировке уже готовой работы, чтобы ничего не сломали, например, то может быть, как там булки, например, может быть, там, либо вот урок дорога, то есть это ведь тонкие вещи на самом деле. Они могут просто сломаться, например, чтобы такого не было, наверное, и самому скульптору, автору требуется немало нервов, чтобы перестать беспокоиться об этом, так еще и ручкам, которые все это переносят из места на место. То есть это очень такая кропотливая и довольно трудоемкая работа. Оттого и само восприятие, после того, как мы узнаем такие детали работы, становятся еще более ценными. И раскрывается наиболее полная картина, как же все это в конце концов происходит. И вот таким образом мы приближаемся к последнему вопросу, чисто творческого характера. И вот, Александр Владимирович, как появляются образы? И откуда вы черпаете вдохновение? Рассказать интересный случай с упаковкой. Это был СЭФ в городе Вилючске, СЭФ вот. Я поехал на СЭФ, там надо было показать тоже кое-что, там и выставка должна была случиться. Я поехал, у меня такой чемодан был, я как раз в Туве был, там, в Москве, в музее Востока, у меня выставка открывалась. Приехал, надо было мне. Ну, у меня чемодан готовый был, там все на старте лежит. Там было где-то 7 килограммов золота и серебра. Ну, золото поменьше, я когда вышел, я на такси поехал почему-то, да? На такси поехал, и где-то у него машина в багажнике же есть. Я смотрю, там багажник у него большой. Я положил этот сумку, ну, с такой ручкой, представляешь. Я туда положил. И на нее еще там сумки положили, да еще там пленка какой-то закрыли. Я нормально все. Поехали там, и по пути там сумки потерялись. Там такая тоже смутоха была. А я не смотрю на свою сумку, я думаю, что лежит. Такой спокойный. Потом искали там маленько, поездили, потом дальше поехали. Дальше еще сумки упали. Вот. Все такое. И я даже уже вышел, посмотрел, а сумки моей нету. Моя тоже улетела. Вот. А потом, ну, тоже поискали, там, это я водителю говорю, там дело серьезное, говорю, как отвезем, велюсь, обратно приедем, там посмотрим. Вот. Домой приехал, там, ну, настроение ноль было, ну, такой спокойный был. Лежу, и звонок с этого, с районного дома культуры. Звонит сотрудник, да, дома культуры. А я очень хорошая знакомая, жена моего покойного друга. И, ну, она замуж вышла. И он дорожник, получается, муж. И он на грейдере вот так дорогу равнял, на ковше вот из моя сумка. И вышла. Вышла, да. И он такой вышел, и сумку открыл, а у меня там эти всякие разные ювелирки лежали. И там, конечно, эти были. Там эти были. Подписи мои. И он, ну, дорожник звонит своей жене, да? Директор музея. Потерял там сумку. По-моему, они едут на выставку. Что там внутри? Ага, надо было. Позвонил, а он говорит, это Саша потерял. Позвонил мне. Такой случай был еще. И я поехал туда, обратно, там какой-то километр, а там такие бараки стоят, и машины, там КамАЗы, там трактора стоят. Захожу в этот барак, там все спят, ну, где-то 4 часа утра. Ну, кто-то один проснулся. Я говорю, за сумкой, ребята, давай подъем. КамАЗе смотри. Хорошо понял, все спокойно.
Вышел в КамАЗе, кто-то спят, я смотрю, как моя сумка вытащили. И спасибо, ребята. Ну, все спят, там спят, спасибо, скажешь. Такое дело было. До сих пор я не отблагодарил руководителя. Вы об этом думаете, да, об этом думаете. Я об этом думаю. Я несколько интервью давал, что я об этом думаю. Может, уже решить эту проблему, чтобы она не висела? Да. Если вы подумаете, Нет, я, может, ему говорю, что я помню. вы наверняка вы это видел, можете уже спать спокойно. Вот. Второй вопрос какой? Образы как когда рождаются? появляются образы, откуда черпаете вдохновение? Чем вдохновляетесь для своей работы? Пить, курить, шучу. Ну, некоторые тоже говорят, там, курят, там, пьют, да. Но это, по-моему, лишнее. Курят, да, вдохновение будет, если пьешь, там, куришь. Ну, курить еще можно. Ну, сигареты. Вот. Ну, разное бывает, да. Когда одну идею думаешь, ты, ну, говорят же некоторые, да, снятся на работу. Это когда устает человек, они начинают сниться. До того, там, занимается. Всякое разное бывает. А иногда очень быстро. У меня Крюмен работала за один вечер быстро. Ну да, я все сделал. Идея за вечер делается. Идея и... Да, я сразу быстро слепил. Пчелку тоже, слепни тоже. Поэтому иногда моментально так, а иногда вообще там долго. Задумка есть, как не получается, переделывать там. У меня есть работы, которые я делаю где-то 25 лет, четверть века, а они на пластилине уже, как бы они сами стилизуются уже. Поэтому, ну, дело такое. Ну, хорошо, что у меня не такая сильная академическая школа, как Репинка, как Сурикова, да? Вот. Это как бы, слава Богу, ну, там смотрели, там, наверное, все видели, смотрели, там регулировали, да? Вот. Ну, я думал, что в Репинку или Сурикову поступают только первые от Бога, да? Думал. Вот. А мог бы в Красноярске поступить, да? В Красноярский институт. То, ну, думаю, что мне просто, может быть, с учителями повезло. Потому что они более такие свободы давали. И в Намсах тоже учился у меня Ксенофонтов Владислав Семенович. Он мне свободу дал. У меня живопись еще хорошая была. Вот. И живопись меня тоже краски я люблю. То есть это очень такой педагогичный, скажем, подход, когда не пытаются как-то сузить индивидуальность ученика, а наоборот, когда дают свободу творчества, дают свободу самовыражения, чтобы мысль летела вот так свободно. Какой бы ни была форма, какой бы ни было воплощение, они нужно рисовать вот так, в академической манере, нужно лепить вот так. То есть это, в конце концов, дает рамки для человека, потом, скорее всего, будет от этого долго мучиться, чтобы избавиться от них. В данном случае, да. Но все равно вот это вот у музыкантов, например, до ремонта силы, это все равно без этого никак. Вот. У нас художников тоже без академического образования невозможно писать. Что-то такое стоящее. Ну что-то можно такое? Ну, основа композиции, например. Да, спецкомпозиция. Теория, вот, точно остается. Потом уже называть собственный индивидуальный стиль, свой вид. Ну, все должен знать. И металл, например. Температура плавления, там, хотя бы.
Это уже сложная физика. Да, это физика. Ну, с физикой и ювелиром очень связаны. Физика и химия. Потому что мы работаем с веществами, работаем и с электричеством. Скульптура и анатомия связаны между собой? Обязательно, это пластика. Это первое, это анатомия. Нас, художников, учат, как прочесть, да? Анатомию. Но потом мы начинаем, например, обнаженку там рисовать, да? Сидит, например, обнаженный человек и Анатомическое изображение, как правильно как кости человека. да? Руки, ноги. Ну, что касается скульптуры, вот, например, когда, ну, все хотя бы раз в день проходим, например, через Аржанку, например, памятник Юнскому, может быть, памятник Марахову, Аршакову, Амосу и так далее. Все равно это достигается школой изображения человеческого тела и именно как правильно рисовать, не рисовать, ну и рисовать уже вместе с графиком. Да, у скульптора получается, как правильно это лепить, отливать, поэтому тоже как правильно изобразить человека. У скульпторов это крепкая рука. Все начинается с рисунка. Да, скульптуры тоже. Конечно, самые рисовальщики это скульптора. Потому что они смотрят не лицо, а затылок смотрят, рисуют. Ну, видите, например, я в своем случае думаю, что скульптора сначала просто берут пластинку и начинают лепить вот мини-форму получилось. Это линии, красивые линии, да? Это уже линия. И эта линия вас напрямая, да? Это рисунок должен быть не один, со всех ракурсов надо нарисовать, да, скульптуру? Ну, если по возможности, я со всех ракурсов. И в профиле, в напасть, например. Иногда я пишу просто. Не рисую, а пишу. Ну, там быстро пролетел и рядышком написал. Вот это. Нужно взять вот это. Идею я напишу. Здесь красивое место. Голубые глаза. Что же? Здесь стоит. Что стоит Антонина? Здесь красивая девушка стоит. Что ж, дорогие друзья, у вас есть возможность задать вопрос, пожалуйста. Можно вопрос? Ну, сперва спасибо, конечно, за встречу и то, что вы большой творческий человек. Заметно из-за того, что очень часто, ну, вот слушатели, что ли, заметили, наверное, что выставка, что рисуете, что у вас случается в Вознесенском, да? Стихи не пишутся, а случается, а душа просто участница, да? И вопрос, вот как любой творческий человек, видимо, вас вот, наполняется, да, и что-то себя в другом ищете. И мы знаем, что вы сотрудничаете, ну, как Башир Намдаков в кинематографе себя попробовал тоже, да, как художник. Вы в театре сотрудничаете с театром, и ваши работы тоже вот как-то коллаборация со спектаклями. И как вы пришли в театр, и какие еще, ну, какие планы? Ну, идея со спектаклем, да? 3 года назад поставили спектакль «Тулаем Подала. Там получается, ну, люди немножко некоторые по-другому, как будто я там художник. Да? Нет, там специальные художники работают, да, по театру, ну, в театре. Это называется художник-сценограф, сцену делает, вот художники по костюму, художники-декоратор, там очень много художников. А самое главное, это режиссер. Режиссер. И дай Боже, режиссер Руслан Тараковский, он мой земляк, и он как бы, ну, кое-что мне закажет, да, там, обелить, там, или что-нибудь закажет. И мы всегда, и в гости просто приходят по мастерству, там, чай пить. И сидим, болтаем там. И Руслан сначала начал спектакль. Давай спектакль, там что-нибудь придумаем. И мы начали там над этим работать. Разные спектакли, ну, разные эти произведения там смотрели. Только не сразу дошли. Тулаева это для меня это вообще классика. Я, кстати, потом, когда уже
начали уже на Тулая работать. Я матери звоню, маме звоню, будем делать данные. Я таким людям серьезным рассказал, что это очень серьезно. Ну, мама моя так, очень просто рассказала. Ну, ему тоже 50 же было. Куда написал. Мне тоже чуть-чуть. Поэтому ну, я сразу успокоился. Ну, Тулая было для нашего поколения, классика, да? Поэтому, ну, до этого, например, произведения смотрели Ивана Гоголева. Иван Гоголев, он ближе. Он как бы крупный вышел. А какую именно постановку делали? Какую именно постановку Иван Гоголь делал? Я бы не хотел. Это очень серьезная такая поэма. Там одни шаманы. Очень такая сложная работа была. Ну, а потом... А? Нет, мы передумали. Передумали. Мы уже начали с Леной Гоголевой работать, с дочкой Ивана Гоголева. Ну, это моя тоже сестра, получается. И потом они поехали в Москву, Миргун Батура поставили в Москве. И вот они поехали, уж с нами сегодня, ночью пошли сегодня. Саша, я говорю, придумал, что будем ставить. Что будем ставить? Тулая. О, так как-то. Я уже все, Тулая была, вообще не видел своих работ. Ну, потом он, я хорошо, а там начал думать, там посидел. А потом он сценарий отправил. Быстро все делает. Ну, задание дает, я думаю, сразу там быстро делает сценарий. Сценарий я прочитал, и у меня сразу, ну, первое такое, когда уже сценарий начинается, у меня уже образ «Путь в страну солнца» уже. Илья Стручков, который на дудочке играет, да, это «Путь в страну солнца», потому что он между мирами так. Ну, он может очутиться у якутов, например, он может у там убийц, у всяких у маятов. Он везде может быть. И он как ведущий, да, получается. Он рассказывает. А в романе-то его нету. Это «Путь в страну солнца». И все, там уже увидели, а шаманы, да, там, уже начали там эскизы, уже с художниками начали работать. Дарья Петровна, Дмитриевна, вот, Сардана Петровна, вот, Миша Егоров. И мы когда начали, меня удивило то, что мы же художники как монахи, да, мы в мастерской сидим, там вообще никому не показываем. Когда после типа ко мне придешь, я буду свою работу накрыть, да? Ну, мы не любим. И готовую работу показывать. Может, гладить. Может быть. А художники, они, их там сколько, 5 человек, 4 человека, они вообще как одна голова работают. Вот меня вообще, я очень так, ну, пошутил, да, скажем. Я маленько знаком был с театром, да? Все-таки мама моя режиссер, я в клубе там был, в театре был за сценой. Я как бы себя тоже маленько считал близким человеком театра. А тут, получается, уже как бы я с ними начал работать, и они уже начали вытаскивать мои эскизы, которые я им не показывал. Например, этого шамана с рогами, да? Кстати, в музее с рогами Чубуку. Они, например, ну, они чисто технологически думали, как рога там сделать. Решмандеры к этому шаману. Это огроменные рога. И они крылья, ну, из перьев, да? Я им эскиз показывал, первый эскиз. Вот они до того и дошли. И они очень даже.
Вот у меня Серьезно. идея возникла. Если мы сейчас в искусстве Якутии к работам вашим подойдем, там у нас стоит шаман, есть спящий сон, Сон. и сотворение, рождение. Путь страны. Путь страны солнца. Может, вы подойдете? У меня тут 7 работ, по-моему, да? Ну, может, дорогие друзья, посмотрим, Ну, да? это потом посмотрим. И Александр Владимирович, как бы зритель. Потом там, посмотрим. Ага. Вот, и они уже, вообще я очень так, каждый день ходил в театр. Я так сначала я машину выключила. Обычно, например, минус 50 градусов, возле театра остановился, обычно там, покрывалом там накрываешь это. Ну, что я вот сейчас быстро. Кого-то я вечером вышел из театра. Я периодически заводил машину, хотя у меня в машине не лежит одеяло, да, я же мог там на 15 минут выйти там, закрыть, укрыться и зайти. Да нет, такое дело было, что невозможно было Увлекся. отойти. Процесс. И с ними очень здорово. Но это тоже же не случайно, все равно с детства, с театром соприкасались. Может быть, это. И когда роман вышел, это 84-й год был, вот, я учился 7-8 класс, уже довольно большой человек, там сено косил. И мы в лагере труда отдыха, у меня отец учитель музыки. Летом тоже как бы работает, да, в лагере, как бы наставниками, там, трактористами. Отец у меня там трактористом там работал, сено косил. Вот. И вечерами он Тулаеву читал. Свечку, зажжем свечку, там-то у нас дизель, а ночью дизель не включаешь. И мы лежим на нарах. Там человек, сколько? 10. 15 ребят, например, и слушаем Тулаеву. И мы разные образы видим, да? Это разные там. Одни там эти же битвы, сражения, убийства, а наш спектакль такой вообще такой фантастический, такого же. А так Лайву это вообще такой жесткий роман, так, можете, сегодня читали, да? И потом отец, закрывает немножко, так, ребята, завтра продолжить. И на завтра ждем, а работаем и ждем, когда вечер, когда будем. Потому что телевизора нет, про сотовые вообще нет. Кто придумал сотовые, наверное, еще не видел. Слушай, кого еще вопросы? Пожалуйста. Что? Как определяете себя? Это очень сложный вопрос-то. Мы очень известные, как-то. Всемирно известные художники. На русском кругах. Нас знают специалисты только. Пишут там известные в России художники, известные в России, и известные в Якутии художники. Кто нас знает в Якутии? Кто не знает? Нас знают специалисты. Вот. Потому что у нас в Якутии у художников нет продюсеров. И продюсеров вообще не было. Один единственный продюсер был музыкальный. Баишев, да, недавно ушел. Он был прекрасный продюсер. Вот, кстати, он тоже хотел со мной работать. Вот, когда он с театром был отряд, меня пригласил, и я ему чай пили. И тоже 2 часа где-то сидели, разговаривали. Скорее всего, еще и связано с тем, что вот в советские времена, когда были сильные, скажем так, централизованные объединения вроде Союза художников, Союза композиторов, там все обеспечивало государство. А вот после распада Советского Союза, как и во многих отношениях, в нашей действительности, художественного рынка так и не сложилось. У нас нет ни писателей, например, ни
продюсеров, которые специально продвигали художников, делали рекламу, например, там делали... Ну, у нас, конечно, есть площадки, чтобы выставляться, например, а чтобы именно делать, ну, чисто как работу с общественностью, просто делать какую-нибудь рекламу на мосте, например, афиши, что-нибудь такое. В общем, маркетинг как такой, действительно, у нас разнообразен. Это, скорее всего, сейчас, впереди, да? но сейчас такая ситуация, что интернет, да, очень, ну, глобальные сети, да, сети, тоже можно и в Африку учиться, и в Соединенных Штатах, да, спокойно. И работа тоже как-то туда отправлять и вполне возможно и делается. Поэтому такой, ну, охота, конечно, ну, продюсерам, да, бурятских скульпторов есть, самых таких близких, бурятских художников. У них есть Константин Аплаев, очень хороший продюсер. Кстати, он музыкальный продюсер. Большой его уговорил, чтобы он стал продюсером. Ну, он стал уже приглашает и служит. У нас такого пока нет уже. Поэтому ходим один. Поэтому это означает, что развитие рынка художества у нас еще хоть в российском, хоть и в нашем региональном. Искусство массовое, как кино, например, поэтому продюсеры не идут, скорее всего. Ну, кино, например, у нас одна Назаевна, да? Вот ее надо поддерживать. Некоторые не понимают. И сами кинематографисты этого еще до этого не дошли, что, слава Богу, у них есть одна, да? Вот кино у нас вот еще как-то вот за последний год как-то возвысилось у нас и занимает большие престижные места, очень хорошие фильмы выходят. И вот думаю, ну, в моем случае, что выход других видов искусства это еще у нас впереди. У нас прекрасные художники, скульпторы, композиторы, музыканты. Еще что свое, скажем так, звездного часа, хоть нашего отечественного, хоть мирового, что ли. Ну, потихоньку тоже кино, например, там, где танцуют стерхи, да? Там моя работа стерха. Там получается вот маленькая подвеска, мама каталог Кульбана перед тем, как ехать в роддом к сыну. И мне это тоже такая история. Да? Там получается это, Миша Лопачевский звонит, говорит, надо это фильм начинаю снимать. Начну снимать, да, вот будет, поеду. Ну, это он где-то за 2 недели сказал, или за 3 недели, я хотел, ничего в голову не приходит. Потом уже как бы, уже суббота настает, вот, и как раз я где-то, ну, уже понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, завтра уже суббота, в пятницу я прихожу в мастерскую, у меня уже идея, которая, и все, а за один день. А там ситуация с каталог Кульбаном, он же лежал, тоже, маленький, я маленький был, тоже лежал. Ага. Там маленько тоже какие-то параллели есть. Тоже маленький был, наверное. Я когда лежал там, ну, мне близка вот эта тема была, там где танцуют. Я когда начал ходить, это мне было уже 5 лет, я когда начал ходить, то есть я когда лежал, я всегда лидером, по-моему, ну, когда ребенком. И возле моей кровати всегда были дети, сидели. Что-то им рассказывал, вот. А потом я не сразу там начал ходить, а ползал по больнице. И вся детвора, ну, детская больница, вся детвора ползком за мной. Вот, такой тоже случай. Поэтому вот это, там, где танцует стерка, фильм, он для меня такой, ну, Почти что личный. ну, такой близкий. Там даже в сценарии были моменты, где точно такие были, вот я когда лежал, да, такие моменты были написаны.
Но фильм почему-то не вышел. Я думаю, откуда они взяли это? Или это у всех может быть такие ощущения, когда они лежат прикольно. Поэтому стать, например, художником или, ну, по металлу, скажем, там уже как бы что-то, наверное, надо бы, что-то. Ну, шаманы проходят, да? У нас тоже шаман, маленькая, что-то. Для творческого человека имя, наверное, очень важно. Ну, чтобы оно личное было как-то. Вообще нам такого запоминается. У вас же родители, у родителей другая фамилия. Это мои коллеги. Марка Спиридоновна, Владимир Васильевич, Васильев Таргет. А вы когда-то поменяли? Или как? Я поменяла, 90-е годы поменяла. И с этим все поменялось, да? Ну как? Это творческий псевдоним или какие-то предки? Нет, это моя фамилия по паспорту. По паспорту это фамилия, настоящая фамилия моего отца, скажем. Поэтому... Это не якутская. То есть отец где-то, да? Это якутская фамилия. Да, очень якутская. Мы до того дошли, что уже не признаем настоящие якутские. Отец известный хормейстер, автор более 100 песен патриотических. Мне просто вопрос, вот вы говорите, что настоящая фамилия отца, то есть отец где-то в период жизни была Ну, необходимость сирота. поменять. Сирота. Сирота. Он восьмидетный, а он нам Просто жил. отец, когда отец еще не родился, мама, ну, моя бабушка выходила замуж. Еще там дети пошли. Вот когда он умер, мой отец родился. А отца, отец, получается, я нашел его где-то вот 5 лет назад, что ли, 4 года назад. Он, оказывается, мой дедушка, отец Альберта Вилюйского. Это Знаменитый поэт, да, этот знаменитый поэт. поэт, всегда сказали. Ну, такой, оказывается. Я только потом открыл, что это был такой человек, что мы совсем другое направление было, современных, скажем. Вот, и многие народные писатели письма писали, там, переписывались. Он сам был инвалидом. Я нашел его, ну, отец мне про него очень много рассказывал, что, возможно, отцы с Альбертом Вилюйским у него один, да? Сумерный город. И когда вышла книга, вот эта толстенная книга Альберта Вилюйского, я уже как бы заинтересовался, вспомнил про рассказ отца. И начал уже, ну, ведущим была на презентации Ефросинья Семеновна. Я вечером уже поздно, вот в 11 часов позвонил Ефросинья Семеновна. Ефросинья Семеновна, да, ведущим? Да, ведущим. А что-нибудь там про отца Альберта Вилюйского рассказали? А, там рассказал, я только куда-то обходил их. Ну, вот так. А потом я позвонил другу тоже, Владиславу Коротову. Коротов, оказывается, он был с младшим братом Альберта Вилюйского, очень хорошим таким, близким другом. Я нашел при жизни доставу брата, дядю, скажем. И в конце концов я там познакомил этих братьев, своего отца и его брата, там, познакомил. Потом говорю, современное дело, а давайте сделаем так, ДНК-анализ сделаем, ну, чтобы уточнить конкретно это вполне возможно. Через это Diamond Clinic возле автовокзала. Туда пошел, ну, дай божество, 20 тысяч заплатили за этот, за анализ. Ну, Сюда убрались. материалы берут, и конверти там переделены, закрывают, отправляют через 2 недели. А там получается 100% или 0 конкретно. Ну, пришло там 100%.
99,98. Что они родные. Творческая родовая. И отец вот такой, ну, 75 ему исполнилось. Через 75 лет он нашел побег. Но он еще письма писал ему, когда он маленький был. Какого-то ответа не было. Пришло письмо. А потом, как бы, я взял фамилию бабушки моей, да, матери отца, Джои Любони Прокопьевны. Я ее так что это не буду моя фамилия. А они, вот, мои дедушки, прадедушки, Джои, да, они очень такие мастеровитые. Они церкви строили. Нет, Верхневилюйский. То есть генетически вот в руках все равно что-то такое было, да? А у всех нас. Творческое начало. В конце концов, вы тоже, кажется, выросли в творческой среде. Да. Творческая всегда, поэтому никуда не денешься. Обычно мои же работники культуры, они уезжают на гастроли, а мы, дети, остаемся. Праздники твоих родителей. Праздники твоих родителей. Чужих детей развлекать. Делает праздник. Можно, да, вопрос? У вас вот как прозвучало, да, вот вы все-таки обереги делаете. И в связи с этим, и вот с предыдущим рассказом, все-таки продавец на любой же сейчас у нас этим корнями интересуется, то у вас в корнях своих предков есть ли кузнецы, там, шаманы, потому что кузнец это практически шаман, да? И то, что обереги делаете, вы сами признались. И я слышала, что вы изделия авторские делаете тоже, как силу оберега имеют. Потому что Дашинам такой же, он тоже стал среди таких лидеров, ну, политических, там, да, всякой такого бомонда, именно именитым из-за того, что его изделия, ну, успех, удачу, силу приносят. И в этой связи, как вы своим работам, видимо, энергетика, все равно ваша миссия, ваша сила, и, ну, такие, принимаете ли заказы? Обереги делать. Это очень серьезно. Это, конечно, Это да. не очень просто это делать кому-то оберег, она может по-другому аукнуться. Для тебя, для твоих там близких. Поэтому там очень осторожно. Дело уже не просто. Я не люблю, когда говорят там кузнецы, когда говорят, что мы сильнее там шаманов. Да? Нет такого. Кузнецы и шаманы, они друг без друга силы не имеют. Это запомнить. А если, например, кузнецы так говорят, например, то можно повернуться и уйти. Ну, особое предназначение, конечно, миссии. Ну, да, кузнецы без шамана, без кузнеца не может. А кузнец без шамана не может. Ну, это еще почти экологическое дело, чисто издавна в народе Саха вот почитавший именно вот работу с металлом, работу с огнем, которая делает, как и, например, вещи благословения, например, еще и делает вещи для воинов, их снаряжение получается, так еще и непосредственно для одеяния шамана его тоже греки, все эти, скажем, нужные вещи. Поэтому, да, было такое, что кузнец как бы сильнее шамана, такое представление у народа Саха, как такого вот. Но если вот так подумать, чисто в практическом плане, то друг от друга не Да, сейчас очень много стало, конечно, шаманов. Ну, шаманов тоже много стало. Шаманов много стало, кузнецов очень много стало. Поэтому я более так спокойно к ним отношусь. И шаманов, и кузнецов. Что ж, благодарим Александра Владимировича за прекрасную беседу, за творческую встречу. И этим мы открываем наш цикл творческих встреч «Слышу звон». Это была встреча, первая встреча со скульптором Александром Владимировичем. Логотип Даши. Еще должен быть тут это. Итали. Нет. Цифра должна быть. Какого он? Оксаны, нам штука должна быть.
Каждый может быть, да? Сколько штук? А сколько их штук? Ну не знаю, это какая. Вот тут что, у кого зрение хорошее? Вот. Нет, там написано. Маленькая такая. Это Манчжурия. Вот. А, кстати, Это, наверное, мастер, да? мне один раз задали вопрос, вот лучник, там какие-то буквы, что они означают, я такие, можем вот посмотреть, пойдемте? Это тут Итали написано, вот здесь, да? А вот сверху, видите, а там тоже ас. А что это Ну, значит? кто отливал? Отливал, наверное, фамилия и инициалы, что ли? Ну, кто отливал? А, да? Ну, да. Есть, должна быть цифра еще. Какое-то количество. Какой номер? Яна Афанасьевна, погодите. То есть отливают сразу несколько штук, да? А, кстати, там произведения искусства, они 10 штук могут, например, сделать, да? Они будут считаться, например, оригиналами. Не одна штука, вот таких уж, Я так и сказала, что Все оригиналы. поэтому... Тебя?